Почему именно куница стала символом города Уфы? Ответ на этот вопрос ждет вас уже в эту субботу. 27 мая Башкирский государственный театр кукол представит новый спектакль. О нем мы прямо сейчас поговорим с нашими гостями. Приветствуем в студии программы «Салям» Ильнура Ануровича Слявчина. Да, фамилию я не записала. Художник-постановщик, да, спектакля «Храбрая куница». И режиссер-постановщик спектакля «Храбрая куница» Штырева Ольга Владимировна. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее про спектакль. Действительно, прям про куницу, про эту историю. Да, прям про куницу. Это наша версия истории. В нашей версии это молодой юноша, куница, героический, который отправляется спасать своего названного брата Курикота. Тоже куницу? Нет, Курикота. Курикота. Звучит как будто действие какое-то. Вот. И в финале, конечно, победив зло, образ зла у нас некий ледяной змей. И в конце все становится хорошо, он обретает любовь, куницу, девушку, и остается жить здесь, где в последующем, через много-много лет, через 1000 лет, я не знаю. Был построен театр кукол. Был построен театр кукол в городе Уфа. Уфа, вот так вот. Вот это история. Слушайте, ну давайте все рассказали. приоткроем интригу немного, да? Там ведь помимо... Ну, у всех же театр кукол какой, да, скажем так, ассоциация, что это одевает на руки, либо вот как-то управляет, да-да-да, то есть, вот, там же будут ростовые еще куклы, так ведь, участвовать? Да, на самом деле театр кукол – это огромный мир. Огромный мир, в котором есть все. Чем отличается театр кукол от других театров? Это только средством воплощения. А у нас средств воплощения огромное количество. И видов кукол огромное количество. В данном случае, вот мы с Ильнуром Слявчиным решили, что вот в этой истории будет правильно использовать маски. То есть это актер, в драматическом плане, получается, работает, и маска. Очень активное пластическое решение. Над ним работает у нас хореограф Имамов Рустам. Очень много танцев, очень много даже сцен-бой. Ого. Используют актеры, о котором кукольники мы часто немножечко забываем. Ну, Сценбой, это что, это когда... сценарный Это когда, бой. да, это когда на сцене бой прям настоящий Боевик, идет. понимаешь? Экшен. Экшен. Вау, каким образом воплощалась эта идея в жизнь? Наверняка было непросто, да? Ну, тут способствовало, так скажем, то, что люди в маске, и поэтому вот эти вот бои и так далее, танцы, вот, удобно в масках. Постарались сделать гораздо. Эти маски? Как вообще подходили к их созданию? Как подходили к их созданию? Из каких материалов? Материал, может, ну, она не деревянная, не или из Может, чего. да, Ну, может, то есть они актеры же вообще нужно такие- играть. Они же разговаривают. Ну, как бы. Разговаривают. Да, то есть, соответственно, там, ну, как бы, чтобы это не мешало, это же очень немаловажный фактор. Ну да, это немаловажно, поэтому вот это лепилось. Ну, как бы традиционный метод, папье-маше. Ильнурович, это у вас традиционный метод. Мы понятия не имеем, как это делается. Наши телезрители тоже. Так что давайте Что? рассказывайте. Между прочим, это большая тайна. Я думаю, что эти тайны понемножечку мы сможем раскрывать, когда у нас откроется наконец-то новое здание, и у нас будет очень много площадок там в здании, то есть и большая сцена, и малая сцена. У нас будет фойе большое, у нас будет музей, и у нас, конечно же, будут какие-то, кроме спектаклей, разные программы, и в том числе, я уверена, что мы придумаем какие-то интересные экскурсии, где зрители, да, смогут как раз немножечко прикоснуться к этим тайнам. Поэтому раскрывать мы их сейчас не будем. Но давайте успокоим хотя бы людей на том, что... Вот просто Ильнурович сказал, что они клеются. Не так, что ты наклеил, а в конце спектакля сдираешь, Да, а там я у тебя так себе остатки представила. усов и бороды. Не так будет? Ну, даже нормально как бы, да, так говорят? У нас охрана труда и все остальное. И правком Да, Зато ты обязательно. мог бы говорить, что ты просто в театре кукол маску надела. на голову. Да. На конкретно один мостик вот здесь. Скажите, но это же детский спектакль, или все-таки он и для детей постарше, подростков, и даже для Ну, то есть родителей? возрастной ценз какого спектакля? Возрастной ценз 3+. То есть, скажем так, там есть достаточно мощная смысловка, она и патриотическая, и как бы и романтическая тема идет, да, и, как я уже сказала, сценбой, злодей, достаточно у нас такой вот прямо настоящий Они ух. дерутся? Как сражаются? На мечах? А вот на это кулаках? приходите и увидите. Приходите и увидите. Ну, кровь пустят.
Ну, кетчуп хотя бы. Нет, кетчупа в этот раз не будет, не закупали. По смете не положено. Томатная кровь. Вот. А что касается зрителя, конечно, постарше тут будет интересно и подросткам, я уверена, мальчишкам. У нас очень, ну, как сказать, вот это у нас, бывают же спектакли девчачьи и мальчишеские, да? Вот это мальчишеский спектакль. Это для пацанов. Вот абсолютно. Я думаю, что Ильнур согласится со мной, да? Ну, а тогда вот пацановский и девичий спектакль. Вы как художник, есть какие-то основы базовые, так скажем, да, я не знаю, вот костюмы, выборы, игра света, что для девочек мы сделаем помягче. А раз это мужской спектакль или будет драка, давайте вот здесь вот все затемним, наклеим 3 маски, чтобы потом отклеивали и мучились. Есть какая-то определенная разница работы? Ну, как бы это зависит от цены, то есть какая сцена и какую тему, и, конечно, учитываешь все это при, так скажем, создании. Вот люди сейчас, наверное, которые нас смотрят, да, не все понимают. В принципе, режиссер, постановщик, есть понимание. Человек, который разводит артистов, да, подсказывает какие-то ходы, определенные, да, так скажем, театрально-актерские. Да, а в чем работа? Да, художник-постановщик, чем он занимается? Художник-постановщик погружается в мир грез, так скажем. Работа над картиной. Да. Картинкой. На всей над всей Свет, визуальной частью. Визуальная часть. То есть все, что мы видим, это работа ваша. Все, что мы слышим и наблюдаем, работа режиссера-постановщика. Да, это, конечно же, это совместная работа. Сначала все у нас рождается от драматурга. Хотелось бы сказать пару слов о драматурге. Это Светлана Чураева, достаточно известный писатель и драматург наш уфимский. Мы уже не в первый раз сотрудничаем вместе. Мы сделали несколько спектаклей. Вот осенью мы сделали в Сургуте взрослый спектакль «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру, а в этот раз окунулись в национальную драматургию. И, конечно же, хочу сказать, вот здесь могу приоткрыть немножко тайну, что вот именно такой сказки про куницу, ее не существовало. Это оригинальная история. Но она создана, вдохновленная национальным материалом, сказками, легендами, разными историями. Это все достаточно глубоко прорабатывалось. Светланой Чураевой совместно мы вместе, вот как бы, да, у нас вот Ильнур Анурч, он носитель, так скажем, этой культуры башкирской. И, конечно, какие-то вещи он подсказывал, нас направлял, да, а в итоге это все стало вот этой пьесой в стихах. И, конечно же, вот вашем же трио, понимаете, работа. ваше трио, люди, которые пишут башкирский эпос, сказку для башкирских детей, пишет Светлана, ставит Ольга, должен же быть хотя бы один Ильнур. А то что за славянский квартет трио получается? Светлана Рустемовна Чураева. Все, это вопрос отстал. К юбилею столицы готовится этот спектакль. А театр кукол вернется на свою прежнюю площадку к юбилею? Да, конечно, как я уже вот чуть ранее сказала, конечно, дай бог, конечно, человек предполагает, да, Бог располагает, но обещают, что осенью уже вся строительная часть будет закончена, и мы потихонечку въедем, будем осваиваться. Возвращаться домой. Да, возвращаться домой, адаптировать вот эти постановки, которые мы делаем на сцене, на малой сцене оперного театра, мы будем адаптировать на новой площадке, потому что там будет очень много технических возможностей. Больше гораздо. Конечно, ну больше, прямо так. В общем, 27 мая просто приходите и увидите все своими глазами. Башкирский государственный театр кукол ждет вас. Спектакль уже, вот «Храбрая куница» уже в эту субботу.